Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Век технологий, развитие любой сферы, в том числе сферы ЖКХ, невозможно без цифровизации и цифровой трансформации. Профильным министерством реализуются проекты цифровой трансформации, в частности, сервис «Объединенный платежный документ», о котором мы сегодня поговорим с гостем студии Ириной Гриневецкой, заместителем директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности. Ирина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Я для начала предлагаю поговорить вот о чем, что из себя представляет сервис «Объединенный платежный документ». В рамках стратегии цифровой трансформации, а также по поручению главы нашей республики, Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством инноваций реализуется проект «Сервис «Объединенный платежный документ». Необходимость создания данного сервиса была обусловлена тем, что ресурсоснабжающие организации стали массово переходить на прямые договоры с населением. Это привело к несвоевременной доставке платежных документов, а порой и вовсе платежные документы не доставлялись до потребителей, что привело, соответственно, к росту дебиторской задолженности, о которой население может быть своевременно и не проинформировано. Сервис платежных документов по одному лицевому счету могло доходить до 6-8 штук, из-за того, что у нас различные ресурсоснабжающие организации поставляют коммунальные ресурсы. Это холодная вода, водоотведение, отопление, электроэнергия, услуги управляющей компании, фонда капитального ремонта и региональных операторов. То есть вот этот сам сервис, он предназначен как для потребителей, так и для поставщиков, правильно я понимаю? Да, для конечно. удобства двух сторон. Конечно. А вот в каких районах республики сам сервис ОПД, я предлагаю его пока сокращать для удобства, он реализуется и насколько успешно? Сервис был запущен в 2022 году, в декабре месяце, в опытную эксплуатацию первоначально на территории города Якутска. Он показал себя как достаточно удобный и востребованный сервис для населения. И в 2023 году, и вот на сегодняшний день это продолжается, у нас стоит задача по масштабированию сервиса на территории всей республики. У нас сегодня бесконечное множество различных управ, УК, ТСЖ. Все ли они подключены сегодня к сервису ОПД? К сожалению, к сервису не все подключены, не все управляющие компании. Но заключены соглашения со всеми крупными ресурсоснабжающими организациями, со всеми поставщиками, со всеми региональными операторами по всей республике. Управляющие компании и ТСЖ на сегодняшний день мы как раз проводим работу массово по информированию о том, что у нас создан такой сервис, какие возможности он представляет, как вы уже сказали, и для населения, и для непосредственно самих организаций. Но хотелось бы сказать, что сами граждане тоже могут способствовать тому, чтобы их начисления появились в сервисе объединенного платежного документа. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с просьбой реализовать все-таки выгрузку начислений в наш сервис. То есть это необходимо заключать определенные бумажные договоры? Да, подключение к сервису происходит на основании соглашения, которое подписывается с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Центром развития ЖКХ и непосредственно самой организацией. А он платный? Нет, соглашение не несет за собой никакой финансовой нагрузки, оно абсолютно бесплатное и доступно для всех организаций. То есть, простыми словами, мало того, что уже никуда ногами ходить не надо лишний раз, так это еще и бесплатно. Да, конечно. А вот если, допустим, у владельца несколько адресов, за которые он хочет заплатить за те или иные коммунальные услуги, возможно ли это совершить с помощью сервиса? Да, наш сервис позволяет произвести оплату за любой адрес, находясь в любой точке мира, где есть доступ в интернет. Или скажу другими словами, находясь в городе Якутске, вы можете оплатить за коммунальные услуги, за жилое помещение в любом районе нашей республики. А если я, допустим, хочу оплатить коммунальные услуги, условно говоря, своих родителей? Я могу их данные туда добавить? Да, конечно. Вы, заходя в сервис, добавляете свое домохозяйство или домохозяйство родителей и производите оплату. Кроме того, я бы хотела отметить, что все-таки особенностью нашего сервиса является
Не только вы можете посмотреть задолженность именно по жилищно-коммунальным услугам, но и увидеть непосредственно начисления в разрезе услуг. Ну и также, конечно, передать показания приборов учета и при необходимости направить обращение в управляющую организацию, либо ресурсоснабжающую организацию. А вот мне стало интересно, ну, безусловно, понятно, газ, свет, там, отопление, это оно априори отображается вот в этом сервисе, да? А что насчет других коммунальных услуг? Допустим, там, обслуживание лифтов, уборка территории, капремонт, все туда входит? Все входит. Абсолютно. Это сервис ОПД, это и есть платформа, которая позволила объединить всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг, да, региональных операторов, как фонда капитального ремонта, для того, чтобы граждане могли зайти, посмотреть в одном месте и все свои начисления. Ну, это, безусловно, очень удобно, потому что очень многие получатели, пользователи коммунальных услуг периодически сталкиваются вот с теми же начислениями, допустим, за капремонт, которых по факту не было, а им начислили. Ну, я уверен, что здесь это будет очень удобно отображено. А что касается сроков передачи данных по приборам учета, вот в какие сроки необходимо их выгружать? Передача показаний приборов учета у нас регламентирована 354-м постановлением. Передача происходит с 20 по 25 число каждого месяца. А что в случае, если, ну, по тем или иным причинам не получилось произвести оплату? В случае внести показания приборов учета, вы хотели сказать. Да, если не удалось вовремя передать показания приборов учета, то, согласно действующему законодательству, расчет производится по среднему начислению за предыдущие периоды с последующим перерасчетом, когда вы сможете передать показания. Ну, допустим, вы уже в следующий раз сможете передать в апреле месяце показания, и вам произведут перерасчет по фактическому потреблению. Вот на прошлой неделе у нас проводились регламентные работы на региональном портале государственных услуг. И я бы хотела вот обратиться все-таки к гражданам, нашим, уже кто пользуется нашим сервисом и не смог передать показания приборов учета, в следующем месяце вам будет произведен перерасчет по фактическому потреблению. Это, безусловно, очень хорошие новости. А вот как производится сама корректировка показаний? Возможно ли их внести потом, исправить? Ну, если, допустим, ошиблись в каких-то числах. Если показания внесены неверно и, например, внесли слишком большой расход, то система не примет такой большой расход показаний. Вам нужно будет написать обращение именно в ресурсоснабжающую организацию, если у вас действительно что-то произошло и слишком много вы потратили, например, коммунального ресурса. Если действительно в меньшую сторону, то система тоже не примет такие показания. Мы работаем на то, чтобы показания вносились действительно актуальные. Вы сказали, что необходимо будет тогда обратиться в управляющую компанию. А вот в какие сроки они реагируют на такие запросы, если есть такие информации? Да, у нас на сервисе реализован обратная связь. Непосредственно зайдя в наш в объединенный платежный документ, увидев, например, начисления, либо какие-то у вас возникли вопросы, вы можете здесь же открыть вкладку и подать обращение непосредственно поставщику, исполнителю, я бы сказала, коммунальных услуг. Все обращения рассматриваются в регламентные сроки, при этом ответ вам приходит также в личный кабинет и на электронную почту, которая у вас используется при регистрации на государственных услугах. Ирина Александровна, а есть ли мобильное приложение? Я понимаю, что можно зайти с любого стационарного компьютера, либо со смартфона, с браузера. Вот нет ли еще более удобной, так скажем, платформы? Конечно, мы понимаем, что у нас очень продвинутое общество, смартфон теперь у каждого человека есть, да, и мы реализовали наш сервис в мобильном приложении, доступном для любых платформ, называется «Госуслуги Якутии». Там также можно зайти, оплатить и сделать все те же вот манипуляции, которые были мною названы. Ну, безусловно, очень удобно. Вот вы упомянули оплату. Самое интересное, любые карты принимает, любые платежные системы. Да, конечно, любые карты, любые платежные системы доступны для того, чтобы оплатить. Никаких комиссий скрытых тоже ничего нет? Ограничений нет. Комиссии у нас... Большинство участников организаций приняли решение взять комиссию на себя, и поэтому для граждан оплата производится без комиссии.
Ирина Александровна, а вот вы рассказали о преимуществах сервиса ОПД для населения. Какие возможности он дает непосредственно, собственно, для управляющих компаний? Есть же еще вторая сторона. Конечно, мы тоже стараемся быть актуальными, интересными для организаций. У нас на сегодняшний день заключено соглашение с Росреестром для того, чтобы все наши поставщики информации могли актуализировать свои данные по площади жилых помещений и по количеству собственников. При реализации нашего сервиса, при выгрузке информации с различных биллинговых систем, мы получили такие данные, что все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании используют различные данные исходные для начисления. Это площади жилых помещений. И наш сервис позволяет верифицировать эти данные, актуализировать их через запросы в Росреестр, да, и, соответственно, в своих информационных системах привести все в соответствие, что в первую очередь, конечно, работает на наших граждан. Они будут оплачивать ровно столько, сколько им положено. Ирина Александровна, спрошу такой немного обывательский вопрос. Очень любят многие жаловаться на управляющие компании. Можно ли через сервис пожаловаться на недобросовестную компанию? Ну, пожаловаться на сегодняшний день в сервисе еще нельзя, но непосредственно направить обращение в управляющую компанию, да, можно. А вообще в целом, вот сегодня мы обсудили с вами очень такой важный сервис. Какие планы еще? Может, еще что-то планируете создать? Какие-то еще направления цифровизации ЖКХ планируются? Ну, конечно, у нас цифровизация действительно. Мы развиваемся в этом направлении, и министерством на сегодняшний день разрабатываются, реализуются еще 2 проекта. Но это проекты для бюджетной сферы, система управления энергетическими ресурсами и энергоучет. Я думаю, что это действительно тоже отдельная тема для разговора. Это очень интересные проекты наши, поэтому я думаю, мы будем готовы про них рассказать. Мы обязательно их обсудим. Ирина Александровна, я уверен, что сервис уже сейчас обретает большое число пользователей, очень популярен среди жителей нашей республики. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.